Это «Наизнанку» — проект, который рассказывает о региональной России. Сегодня мы поговорим о Чувашии. Там наблюдается уголовное преследование активистов. Ранее и сейчас мы наблюдали пассивность национального чувашского движения, отсутствие протестов против ставленников Москвы. Все эти вопросы мы хотим обсудить с экс-координатором Чебоксарского штаба Навального, создателем телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семеном Кочкиным. Добрый день, Семен. Добрый день, Рамазан. Здравствуйте, слушатели и зрители Идол Реалий. Семен Кочкин, создатель телеграм-канала «Сердитая Чувашия», бывший координатор штаба Навального в Чебоксарах. Кочкина неоднократно задерживали, в последний раз в октябре 2021 года на выходе из своей квартиры. Поводом для задержания послужили две публикации активиста в социальных сетях с прикрепленным к ним символом умного голосования. Идоль Реалии освещали судебные заседания в отношении Семена Кочкина, связанные с январскими акциями протеста 2021 года. Кочкин отбыл наказание в виде 3 административных арестов подряд за призывы к участию в акциях. Общий срок пребывания Кочкина под стражей составил тогда 23 дня. На днях власти вынесут приговор активистке из Чувашии Елене Романовой в девичестве Блиновой. Гособвинение запросило 3 года колонии. Ее обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Как вы прокомментируете дело? Что касается Елены Блиновой, это уголовное дело, когда она только начиналась, казалось, что оно быстро закончится, потому что, во-первых, у нее там есть дети, во-вторых, очень редко сажают женщин, но видимо, мы все вместе, пришли в какую-то новую черту, где власти уже плевать, кого сажать, главное, проводить репрессии. Ее обвиняют в том, что она даже не экстремистское движение, а террористическое движение, артподготовка. Не очень понятно, насколько оно вообще было опасно, потому что, по сути, они просто собирались каждую неделю и проходили по центру города, их там было не больше 10 человек. Это было не массовое движение, и никого не угрожали, никого там не били, никому не сделали никакого вреда. Но, видимо, сейчас мы пришли в тот таймлайн, когда активистов будут сажать просто за то, что они высказывают несогласие с режимом. И мне кажется, что подобных дел будет больше. Не таких, как у Елены с экстремистской какой-то организацией, а будут дела, которые будут связаны с Украиной. ФСБ будут устраивать провокации, будут придумывать несуществующие теракты, будут провоцировать людей на то, что они якобы участвуют в каких-то партизанских движениях, а на самом деле они просто их будут вести для того, чтобы задержать и сделать себе палки, как сейчас уже происходит во многих регионах. И я думаю, что это будет новый виток репрессий, где будут находить тех людей, кто против войны, кто симпатизирует Украине, их будут просто ФСБ подставлять на большие сроки. На вас ранее также возбудили уголовное дело, в отношении вас возбудили уголовное дело о дискредитации армии. На вашу жизнь это как-то повлияло? Понятно, что вы не в России находитесь. Сейчас на мою жизнь влияет так, что моих родственников, моих знакомых, друзей вызывают на допросы в Центр по борьбе с экстремизмом. Это единственное, как серьезно как-то повлияло на меня это дело. Возможно, они будут мне в будущем отказывать на выдачу нового заграничного паспорта. Возможно, они меня объявят в розыск. Я точно не знаю, насколько розыск, в который меня могут объявить, может быть опасен при пересечении границ вне России. То есть, я не знаю, может быть, в азиатских странах меня могут арестовать, в каких-то странах, которые может быть, дружны с режимом Путина. Но пока это только доставляет дискомфорт моим родственникам, моим друзьям, моим знакомым. В отличие от соседних республик, в Чувашии не было никаких громких дел в отношении национальных активистов. Мы помним дело в отношении Башкорта, который признали экстремистской организацией. В Татарстане в отношении ВТОЦ были репрессии. В чем, на ваш взгляд, причина того, что в Чувашии такого не происходит?
Ну как же, было уголовное дело против Ильи Иванова за его статью, касаясь там чувашского языка и его употребления в документах в Государственном совете Чувашской Республики. Нет, вполне себе преследовали нас национальных активистов. Вот вы вначале говорили, что там национальное движение пассивно, ну, может быть, оно не такое активное, как в Татарстане или Башкортостане, но, тем не менее, национальные активисты есть. Есть энтузиасты, которые занимаются языком, придумывают там языковые курсы, популяризируют чувашский язык. Вот, если мы говорим про преследование, я думаю, что разница не в том, что это люди какие-то неактивные, просто власти в Татарстане и в Башкирии максимально отмороженные. Если у нас, извините, там каждый, там у нас было там 3 главы республики, да, там два президента и 1 глава республики, то в Татарстане вообще власть не меняется. Вот, про Башкортостан я небольшой специалист, просто мне дальше, как бы, Татарстан рядом. У нас плюс-минус была живая политика, у нас были политические партии, были проблемы у власти и в 90-е, и в нулевые. То есть я думаю, что у нас более, знаете, развитая политическая система, нежели в Татарстане и Башкортостане. Я думаю, дело только в этом, но вы не переживайте, обязательно доберутся до всех, на всех заведут дела, никто не останется незамеченным. Мы не переживаем, мы просто пытаемся понять, что происходит в разных регионах, а в разных регионах происходит все по-разному. Я просмотрел видео на вашем канале, последние ваши видео, и обратил внимание, что вы практически не поднимаете национальные проблемы. Не говорите о том, что произошло с федерализмом в России. Это случайно так получается? Или вы считаете, что эти вещи не очень существенные? А какое видео вы посмотрели, где я не говорю про Ну, проблемы, я которые посмотрел вы озвучили? ваше видео в YouTube-канале вашем. Ну, какое видео-то? Все практически последние видео, которые там есть. Все мои последние видео, которые я снимал, они касались мобилизации, они касались войны, они касались призыва, да, они касались абсолютно имперской войны, которая ведет сейчас Россия на территории Украины. Вот. То, что вы говорите про федерализм, не знаю, насколько это было актуально, я делал и видео, и писал тексты. Вот, у меня, я надеюсь, выйдет видео вот, там, на следующей неделе про то, как принимали Конституцию Чувашской Республики, про победу, по сути, украденную победу у Хазангая на выборах 93-го года. То есть, не знаю, мне кажется, что у вас ко мне немножко такой, ну, знаете, мне кажется, вы мне немножко не доверяете, потому что вы не очень любите команду Навального, в которой я работал 4 года. Я думаю, с этим связано, что вы немножко с таким прищуром на меня смотрите. Нет, я обращаюсь исключительно к фактам. Вопрос военных действий — это только опосредованно федеральная тема, федералистская тема, я имею в виду. Но непосредственно посвященных к федерализму и к проблеме федерализма у вас видео нет на вашем канале. Поэтому у меня возникает вопрос. Вы считаете эти вопросы несущественными или в чем причина? Почему вы не делаете видео на эту тему? На тему то, что у нас нет федерализма, на тему того, то, что у нас центральная авторитарная страна. Слушайте, я не очень, ну, то есть, как, я пытаюсь понять, про что вы говорите, да, то есть, я пытался все это время, вот пока я снимал видео, пока я там писал тексты, придумывал средства борьбы, да, с режимом, я пытался сделать те видео, которые будут поняты максимальному количеству людей. Чтобы люди, которые живут в Чувашии, понимали, про что я, понимали мои цели, понимали, зачем я это делаю. Да? А если я какую-то тему упустил, это плохо. Если я упустил тему, касаясь тому, как Россия устроена, ну, плохо. Но в любом случае... Нет, я вас не осуждаю. Понимаете, я вас не осуждаю, Вот. Я просто пытаюсь понять, это для вас несущественная тема, и поэтому вы не делаете на эти темы? Или в чем причина? Я вас не осуждаю. Слушайте, я в своей избирательной кампании говорил про историю с тем, что насколько чуваши зависят от Москвы, насколько, точнее, про зависимость, да. Ну, то есть, короче, когда я жил в Чебоксарах, и у каждого видео, как мне кажется, ну, то есть глава республики Михаил Игнатьев,
мы занимались борьбой с ним и с его, с его бандой, которая была в Доме правительства. Когда были выборы, мы пытались максимально сделать так, чтобы они сделали максимально больно, да, там, в Кремле и там, в администрации президента и так далее. Не знаю, мне просто кажется, что я много про это говорил и писал. Вот, поэтому как-то меня даже удивил этот ваш вопрос. Мне даже казалось, что когда я говорю про эти проблемы, да, меня как-то люди, то есть мне правда казалось, что я этому уделял должное внимание. Вот, но правда. Да, Меня это удивило. в одном из своих последних видео вы называете Владимира Путина «наш президент». Это оговорка или вы действительно считаете, что Владимир Путин легитимен и избран в ходе честных выборов? Слушайте, я думаю, это было такое, типа, обращение, что, конечно, я не считаю Путина никаким, не нашим, тем более президентом. Вот, в этом видео я, опять же, да, вот сложно мне нет привязки к конкретному видео, но бывает, что в ролике делаешь ремарку, да, и ты говоришь иронично, да, или ты говоришь с надрывом. Вот, я думаю, это был один из как раз таки вот таких моментов. Нет, конечно, я не считаю Путина легитимным президентом, но, слушайте, у нас в целом отсутствуют выборы в России. Когда были эти последние выборы, я на них агитировал вообще не идти, не ходить, а саботировать их. Вы ранее сказали, что вы ориентируетесь на максимальное количество людей, на разную аудиторию. При этом абсолютное большинство населения Чувашии – это чуваши. Да. Как вы думаете, их не задело то, что по указке Путина руками тогда еще депутатов от Чувашии Николаева, Аршиновой и других отменяли обязательность государственного чувашского языка? Меня на самом деле удивило, когда Николаева назначили президентом главы республики, у нас был текст о том, что, а что делал Николаев в Государственной Думе. Хорошие законы, плохие законы решайте сами. И меня поразило, что некоторые люди, которые, казалось бы, вполне себе хорошие, рукопожатные, писали о том, что закон по сути, перевода чувашского языка в язык факультативный было встречено, окей, это нормально, конечно, но это... Меня такая реакция сильно удивила. Не обидно, что это не вызвало большого какого-то всплеска, злости, каких-то митингов, как это я видел в Татарстане, в Татарстане точно были такие, да, протесты. Обидно, что этого не случилось в Чувашии, обидно, что Николаева спокойно встретили, что как будто все окей, как будто все нормально. Эта ситуация очень, внутри меня это вызвало какую-то грусть. Но когда я начал разговаривать с языковыми активистами, да, которые поставили, да, свою цель на изучение, да, свою миссию как изучение чувашского языка, то все они говорили о том, что, слушайте, на самом деле давление на нас, давление на чувашский язык, он скорее только укрепит нашу правоту и укрепит тех людей, которые, то есть люди поймут, что, мол, вот это вот давление на этих людей, оно только укрепит наши позиции. Вот. Меня это удивило, но на самом деле я думаю, что долька правды в этом есть. Вот. Вы думаете, поэтому не было протестных акций? Нет, конечно, нет. Я думаю, не было протестной акции, потому что люди не до конца поняли, да, что происходит. Я, кстати, тоже тогда, мне не было, когда, по-моему, приняли этот закон, по-моему, 16-й год, я еще учился в университете, вот мне тогда тоже не показалось, что это что-то очень страшное. Хотя на самом деле, в итоге, как мы видим, да, по последней переписи, например, количество людей, которые не знают чувашский, кто не считает себя чувашами, сокращается. И я думаю, это в том числе как раз-таки из-за таких вот законов. Вот, и тоже касаясь его, вчера министр образования Чувашской республики господин Захаров написал пост о том, что, знаете, в гимназии номер 1 в Чебоксарах учитель сказал, что чувашский язык государственный, и его нужно обязательно изучать. Что это такое? Понимаете, это говорит министр образования. По сути, директор школы захотел, чтобы люди изучали чувашский язык, и он ее одергивает, пишет злобный пост. Вот, и,
в итоге мы, правда, придем к тому, что, ну, то есть, если там у власти будет Путин, если власть в России и государственное устройство в России останется таким же, мы придем к тому, что просто чувашский язык умрет, и у нас будет, знаете, такой вот большая буква Z и большой такая вот настоящая русская империя. Скажите, а вот вы сейчас прокомментировали действия местного чиновника. Как вы думаете, он с оглядкой на Москву он делает это? Он выслуживается или что это? Нет, он просто шовинист. Он просто шовинист. Слушайте, он выступал за установку памятника Ивана Грозного в Чебоксарах. Он писал об этом диссертацию, он об этом открыто говорит, это открыто лоббировал, установку памятника Ивана Грозного. Я не думаю, что он вообще как бы думает о том, что нужно говорить, чтобы в Москве понравилось. Нет, он просто как бы такая команда назначенца Олега Николаева. А как вы думаете, Москве вообще нравится, что местные чиновники действуют вот таким вот образом? Сложно сказать. Я не криминолог, да, который там разбирается, там, что они там говорят. Вот, но у нас как бы это повелось, наверное, вот в какой-то момент, когда там типа активисты, оппозиционеры общались между собой, ну, в Чувашии, да, появилось какое-то мнение, которое в итоге у нас укрепилось, что, мол, вот Чувашской республикой интересуется даже там не какой-нибудь там первый отдел администрации президента, а какой-нибудь там третий или четвертый, типа никто не знает, кто тут глава, кто тут что. Вот. Не знаю, вот насколько это правда, но может быть и правда. Может быть, правда, им по большому счету не важно, что у нас происходит. То есть, там, что происходит в Татарстане, или то, что происходит в Башкортостане, что происходит там в каких-то других больших регионах. Может быть, их интересует, ну, то есть, скорее всего, их интересует. А то, что происходит в небольшой, сравнительно бедной республике, я думаю, им, по большому счету, не так важно. Вот. И уж там, тем более, там, высказывание министра образования, знаете, он же в итоге удалил сообщение свое. То есть, как бы, он написал, получил за это все и сбежал просто. Вот. И я думаю, что как бы они это делают не для того, чтобы их там увидели. Чиновники в Чувашии вообще не понимаю их мотивацию, ну, то есть их мотивации к работе. Вероятность, что там их арестуют, там, если мы посмотрим на прошлое там, правительство, там, как каждый пятый министр попал в колонию или получил уголовное дело. То есть как бы сесть, вероятность высокая. А вероятность, что они поднимутся куда-то по службе, ну, как бы тоже очень маленькая вероятность. Вот, как бы мне их очень сложно понять. Для чего они делают и как? Глава Чувашии Олег Николаев предложил решать проблемы дефицита кадров на предприятиях ОПК за счет призывников. Он отметил, что дефицит кадров в сфере оборонки формировался годами, поэтому, по его словам, необходимо либо приравнять работу на предприятиях ОПК для призывников к альтернативной службе, либо предоставить им отсрочку от призыва и направить туда на работу. Как вы к этому относитесь? Ну, Николаев, на самом деле, уже не первый раз критикует призывную службу в армии. Как бы он такой, знаете, он сторонник что-то типа эффективности, мы должны быть эффективны, и он ну, как бы он может прибавить 2 плюс 2 и понимает, что призывная армия – это неэффективная, ненужная, вредная вещь. И когда вот в 2019 году был ковид, он предлагал студентов-медиков не в армию забирать, а отправлять их вот тоже на какую-то что-то типа альтернативную службу, того, чтобы они там какое-то время отработали врачами, потому что рук не хватает. И сейчас та же вот история, что как бы вот он говорит, а давайте мы там отправим куда-то, значит, призывников, чтобы они на заводе поработали, как бы пусть они не год в рабстве посидят, а 5 лет, но зато дома в рабстве гораздо лучше. Такая у них будет, знаете, что-то типа как химия в Беларуси. Вот, я к этому, с другой стороны, любая критика призывной армии – это не так плохо. Вот, другое дело, что Николаеву никто не будет слушать. Это просто он, я не знаю, какой-то воздух говорит. Про призывную армию. Ну, посмотрим. Я уверен, что это какое-то его, ну, либо это его большое желание, в чем, ну, что он может быть, потому что он уже как бы повторяется, ну, либо какой-то популизм, но только непонятно перед кем, потому что он как бы переживает, что его не выберут, что ли. Эксперты утверждают, что российская идентичность на фоне войны против Украины слабеет. Люди предпочитают региональные идентичности, чтобы не ассоциироваться с агрессором.
Вот вы находитесь сейчас не в России, вы, насколько я знаю, в Грузии. Вы за собой замечали, что чаще стали представляться как человек из Чувашии, а не из России? Ну, я в целом, когда выезжал из Чувашии, чаще ну, то есть я представлялся, что я из Чувашии. Как бы я, как бы, не знаю, и у меня только в школе была проблема с идентичностью. Я говорил, что я русский, а вот вся вот эта история, не знаю, я много на эту тему рефлексировал. А уже когда, там, не знаю, закончил университет или когда там учился в университете, у меня как-то вот понимание своей идентичности прошло. Ну, то есть, как бы, принятие, что я как бы не русский, и вообще как бы в какой стране и какая история у нас, вот, пришел, в общем, да, к совершенно другим выводам. То есть те, кто там раньше стеснялись говорить на чувашском или говорить, что они чуваши, сейчас перестали стесняться. В Мариуполе разместили баннер о сотрудничестве Чувашии с так называемой ДНР с логотипом «Единой России». Как думаете, это может повлиять на восприятие выходцев из Чувашии за пределами России? Если мы говорим про в целом сотрудничество Олега Николаева, там, чувашских властей с властями ДНР, с властями там, оккупационных, с оккупационными властями, ну, это просто какое-то позорище. Я вообще не понимаю, зачем они это делают. Ну, вот это как раз-таки похоже на что-то типа выслужиться, получить какие-то дополнительные деньги для того, чтобы их вкачать там, в свои какие-то, знаете, в свои богатства, в свои машины, в свою недвижимость. Больше это ни на что не похоже. Знаете, типа съездить, значит, в Донецк, побрататься с этим, как его, с Пушилиным, с каким-то, повесить свои баннеры, рассказать про дружбу, знаете, что там, ну, в общем, наговорить каких-то глупостей, получить от Москвы побольше денег на там строительство, на какие-то такие вот вещи, ну и просто, знаете, смешивать, по сути, нашу республику, смешивать Чувашию с этой войной. Ну, это как бы... С одной стороны, это мерзко, это противно, да и, ко всему прочему, накладывает очень большую тень на всю республику. Спасибо вам большое за интересную беседу. Это был Семен Кочкин. Всем спасибо. Пока. Смотрите и читайте нас на нашем сайте idalreal.org, а также в наших соцсетях. До новых встреч!